На часах почти 8 часов 50 минут. Это значит самое время подвести итоги нашей WhatsApp игры. В начале эфира я задал вопрос, как называется исследовательский колодец 19 века глубиной более 100 метров. Сразу скажу, неправильных ответов просто не было по определению, но победители сегодня получают сертификаты от сети канцелярских магазинов «Азбука», и их должно было быть два. И мы их определили, ими стали два абонента МТС. Первым из них прислал наш постоянный телезритель. Его последние цифры заканчиваются на 7560. И следующий абонент, который также правильно ответил, его последние цифры номера 6072, а первый абонент 7560. Правильный ответ – это шахта Шергина. Все, конечно, правильно ответили. Кто-то даже написал, сколько конкретно составляет ее глубина. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. И как бы это ни звучало парадоксально, самое вот это вот холодное время, осенне-зимний период – это жаркая пора для врачей-травматологов. И сегодня в нашей студии врач-травматолог-ортопед Роман Жирохов. И мы будем говорить сегодня с ним о том, как не получить травму, как распознать тот или иной симптом. Роман Николаевич, доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Вот какие чаще всего травмы встречаются вот в этот период, когда вот наступает гололед и вот высока вероятность получить травму? Ну, наверное, в большинстве случаев, конечно, подскользнуться. Ну да, сегодня известно, что на улице у нас очень скользко, люди падают, чаще ломают это верхние конечности, руки, также нижние конечности. Но все зависит, как человек сформирован. При падении у нас срабатывает инстинкт самосохранения, ну и выставляет руку, получается перелом лучевой кости в типичном месте. То получается, что лучше, в принципе, руку не выставлять, как бы это, опять же, парадоксально не звучало, да, лучше как-то группироваться, да? Постараться нужно как-то сгруппироваться, упасть так, чтобы получить как можно меньше там самого травмы. То есть, если вы всей массой будете падать на одну руку, то, естественно, может случиться перелом. Ну, травмы чаще всего в этот период встречаются у какой категории людей? Это пенсионеры, это молодые, либо, может быть, отдельная категория, это люди, ну, скажем так, более крупной комплекции. Да, совершенно верно. Более крупные люди, чуть старшего возраста. Ну, молодежь, конечно, она у нас активная, спортивная, как бы травм меньше. Чаще это женщины, ну, такого возраста. Чуть больше 50 лет. Ну вот получить травму можно их несколько, да, это может быть и ушиб, и растяжение, там, и перелом, да, а вот как распознать все-таки, какие симптомы той или иной травмы? Да, и как распознать перелом в первую очередь, ну, это будет сильная боль. Боль нарастающая при движениях, там, при что-то, в общем, при падении, если вы чувствуете, что у вас сильная боль, вы не можете встать. При этом лучше не делать каких-то движений, а дождаться помощи, подозвать там прохожих, попросить, чтобы вам помогли, вызвать скорую помощь. Если помощь затягивается, нужно как-то импровизированно наложить шину и дождаться скорой помощи, либо своим ходом добраться до пункта медицинского. В нашем городе это наш травмпункт. Ну, хорошо, вот наложить шину, а вот что можно использовать? Какие вот подручные средства, что больше подходит? Ну, любые подручные, фанера может быть, картон какой-нибудь. Можно фиксировать, если вы на улицу упали, шарфиком, там еще чем-то. Ну, то, что есть под рукой сделать иммобилизацию импровизированную, чтобы ограничить движение конечностей. Ну, а вот чтобы, скажем так, ну, минимизировать, наверное, исключить, к сожалению, наверное, совсем не получится, да, такие травмы, если не падать, а вот минимизировать, какие вот существуют, может быть, способы, методы профилактики? Профилактика. Пить что-то надо, какие-то витамины, как долго их пить нужно? Ну, самое главное – это вести активный образ жизни, то есть гимнастика, зарядка, укреплять опорно-мышечную систему, скандинавская ходьба, в том числе правильное питание и одеваться по сезону. То есть у вас должна быть соответствующая обувь, не скользкая. На сегодняшний день существуют такие вспомогательные
как их назвать? Средства, да? Средства, да, средства антискольжения, можно так сказать, продаются в аптеках, в различных магазинах. В такой период года нужно, конечно, как-то себя более подготовить, не спешить, не бегать. Если вы увидели, что лежит там лед, обойдите его как-то стороной. Вот так. Ну вот мы, кстати, вот говорим о том, что если вдруг перелом, резкая боль, но бывает иная ситуация. Получил травму, и вроде бы ничего не предвещает, никакой там беды, да, вроде бы все хорошо, ну какая-то минимальная боль есть, а потом в дальнейшем, там, спустя, может быть, там час, может быть, даже там день, понимаешь, что боль начинает нарастать, и вот это какая-то скрытая травма, либо есть какие-то травмы, которые они себя первоначально не проявляют, и опасно ли это, либо, может, стоит подождать какое-то время, если оно, боль, ну, незначительная, но болит там уже там какое-то время продолжительно. Такое очень часто случается. Бывает после повреждения небольшого, после ушиба начинается воспаление, и это сопровождается болевым синдромом. В этом случае, конечно, стоит обратиться к специалистам, к врачам. Если у вас боль нарастает с каждым днем, это говорит о том, что у вас какая-то серьезная проблема. Поэтому лучше всего обратиться к специалистам. А вот тошнота и головокружение – это обязательно признак сотрясения головного мозга или не обязательно вот в этом случае? Разумеется, если вы упали, ударились сильно головой, и у вас такие симптомы, как тошнота, рвота, в любом случае в обязательном порядке нужно обратиться тоже к специалистам, сделать обследование, КТ головы, ну и чтобы нейрохирург вас уже осмотрел. Ну вот если очень коротко, вот из вашего личного опыта, травмы чаще всего в какой период получают? Утром или вечером? Ну, здесь как-то мы даже не определим. То есть это может быть и утром, и вечером. Чаще, скорее всего, в час пик люди торопятся. Час пик, то есть бегут когда бежишь на работу, Да. не думаешь о чем-то ином, как о работе, либо еще о чем-то. Роман Николаевич, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Я надеюсь, что наши телезрители прислушаются к вашим советам и будут вести себя более правильно во время гололеда, одевать правильную обувь, заботиться о своем здоровье. Программа «Новый день» подошла к концу сегодня, а увидимся мы с вами завтра в это время.